Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Аслан Арцуев Реалити. Сегодня 25 октября 2022 года, 17:46 по Берлину и 18:46 по Джохару, соответственно. Друзья, приветствую вас. Сегодня стрим проходит и на TikTok здесь, и в YouTube здесь. Всех приветствую. Ури, Саха, всех приветствую. Машвовель, Ури. Так, друзья. Перед тем, как начать свой стрим, я хочу вам снова рассказать о сводке с фронта на 25 октября 2022 года. За прошедшие сутки уничтожено 480 террористов, 21 танк уничтожен, 26 боевых бронированных машин, одна артиллерийская система, 2 РСЗО, одна антиаэркрафт, противовоздушная оборона, 1 самолет, 3 вертолета, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатых ракет 0, 0 кораблей, всего 16, 10 автомобильной техники и цистерн и 0 специальной техники уничтожено. Ну, как мы видим, 480 уничтоженных оккупантов, 21 танки, 26 боевых бронированных машин, 1 самолет и 3 вертолета. Но это говорит о том, что бои идут очень серьезные. Обычно 300 человек уничтоженных бывало долгое время. Но вот когда выходит за эту цифру, то мы понимаем, что 300 человек это тоже большие потери. Но 480 это уже в 1,5 раза больше. Поэтому война идет очень серьезная. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Асан, ведь связи мувальвиз. Ва алейкум ассалам. Ты можешь написать мне под видео в YouTube, у меня под каждым видео есть ссылка на мой e-mail, или же через Facebook ты со мной можешь связаться. Вот контакты мои там найдете. Здоровенько були. Здорово, Владимир, здорово, всем привет. Витаю, Владимир, витаю. Вот такие вот события происходят, Дион, в натуре. Вчера было уничтожено 470, я вот как раз смотрю информацию, и сегодня 480. Вот такие вот, друзья, дела. Давайте далее посмотрим, что нам сообщает. Так, пишите комментарии, друзья, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Слава Украине, героям слава. Что было про Турцию и Ичкерию? Не понял я тебя, что было. Рекомендую смотреть новости на настоящее время. Я рекомендую смотреть и настоящее время тоже, да, там в последнее время очень неплохо подается информация. И также «Голос Америки». Тоже очень объективно, полезно и непредвзято подается информация. По новостям что-то было. А что было-то по новостям? Я не знаю, я не смотрел новости про Турцию. Знаю «Голос Америки». Да, «Голос Америки» хорошие. Хорошо они очень на самом деле. Радио Свобода уже не то, конечно, к большому сожалению. Мы выросли на Радио Свобода. Мы гордились Радио Свобода, мы верили Радио Свобода. Но сейчас что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Так, комментариям в YouTube перехожу. Хорзум, ассаламу алейкум, витаю всех. Ва алейкум ассалам, витаю вас, Хорзум. Дякую за ваш труд, говорит Хорзум. Пожалуйста, Маш Воль, Сахоми, ваш Аснахой, леди Маш. Салам Маршал Амзат, тебе тоже. Лизгин Юждаг, ва алейкум ассалам. Салам Маршал РР. Рада все видеть в чате. Амзат Гилаев,
Орзум, Денис, вітаю усіх. Вітаю, Денис. Денис Фрея Роки, Сюрдикхель Масера. Добрый вечер, Маш Доэль. Маш Файоэль Фрея. Я тебя тоже рад приветствовать. У нас не так много дам. Ты, леди, и там еще несколько у нас наберется. Так что мы вам рады, да. Я эфир смотрю, и мне уведомление пришло. Да, иногда приходит уведомление, иногда не приходит. Так, мне тоже уведомление пришло, чуть ли не впервые. Так, МиГ-21 за лайк, готов встать в позу, ну, не по-мужски, МиГ-21. Ты МиГ, тебя не существует. Звук очень тихо, да нормальный звук, нормально. Пока не было этих. Так, знаю голос. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, ичкерикант. Хозакара уй. Закара, лертавик, хируи, ала, ауи, тица. Байдена слушай больше. Да, Байден на самом деле, его нужно слушать. В отличие от вашего ублюдочного бункерной крысы, конечно же, Байден крутой мужик. Салам маршал, как переводится? Салам и свободы. Ассаламу алейкум хаттердар. Ва алейкум салам хаттердар. Дел хаттердала. Асан, как ему удается говорить о теме, которая непосредственно связана с нашим народом и не поминать нас? Да, Амзат, это хорошее замечание. На самом деле, это они так всегда делают. Спецы делают. Спецы. Мне во время эфира приходят, а не до эфира. Ну, ты, значит, постоянно контролируешь и успеваешь войти в эфир, чем приходит. Вот, например, я сейчас включил TikTok, и мне пришло уведомление на мой этот телефон. И после того, как уже стрим начался. Так, наушники одень. Так, Баркал Асан, всегда рада видеть тебя, наш умница. Баркал Фрея. Всем добрый вечер, все будет Ичкерия. Лезгин Юждаг. Далмула, Лезгин Юждаг. Ассаламу алейкум, Асан. Фая, уведомление тоже пришло. Супер, супер. Ва алейкум ассалам. Так, конечно, слушай Байдена. Да, я буду его слушать. А ты слушай своего под этого бункерного крысеныша. Зелеба Бобера тоже слушай, окей? Ну, не знаю насчет Бобера. Я вам скажу, что Владимир Александрович Зеленский это тот человек, который вот эту непобедимую вторую армию размажет просто. И не только шутками. Так что, парни, вы можете над ним смеяться сколько угодно, но он вас сделал во главе украинского народа. У вас на канале был пост об избавлении Украины от русского языка. Как же я этого жду? Но думаю, что на реализацию этого уйдет не один год. Но после войны верю, что большинство поймут, что это надо. Хорзум, я с вами согласен, конечно же, я согласен. Нужно время для этого, так как почти век только советской, вот этой пропаганды лжи советской, вот так называемой новой демократической. Той царской ничего они не оставили, конечно же, практически ничего не оставили. Поэтому у нас вот эта советская литература, которая нам навязывается, от нее нужно избавляться. И, конечно, не за один год это все будет происходить. Но есть пример в разных странах. Например, вы можете посмотреть на Грузию. Да, язык выучить нужно время. Молодежь в правильном направлении воспитать тоже нужно время. Конечно, я с вами согласен. Но мы должны избавиться от вообще любого влияния фашистской России на нас. Это единственный выход. Это не имеет отношения никакого к русским, как к людям. Абсолютно хорошо мы к ним относимся, плохо. Это вообще не касается. Дело в том, что мы должны сохранить свое будущее. Мы же за это боролись, да, на протяжении веков. И вы, украинцы, и мы, чеченцы, и многие другие, кто не смирился, те боролись за то, чтобы у их детей было будущее. Будущее украинское, на мове, с украинской культурой, с украинской психологией, с украинским менталитетом. То же самое все остальные, и мы в том числе.
А Россия ведет, и как верно сказал Данилов, русский язык это способ, коммуникатор пропаганды. Была бы это какая-нибудь не агрессивная, человечная, не фашистская пропаганда, даже пускай немного лживая, мы допускаем, что везде есть немножко ложь, немножко обман и все такое. Но не тотальная же ложь, но не все же выдумано, но не абсолютно античеловечная психология, менталитет. Нет, нет, я не желаю своим потомкам такого будущего. Спасибо. Мой отец пережил 2 геноцида. Моя мама родилась после того, как мы вернулись из геноцида, да, из ссылки, и пережила 2-й геноцид. Я мечтаю, чтобы одно хотя бы чеченское поколение прожило 100 лет и не увидело ни одной войны. А кроме фашистской России нам войну никто не навязывал, никогда горе, разрушения нам, ну, не считая татаро-монгол, монгольского нашествия, вот последние 4 века, некоторые говорят даже 6 веков, мы сталкиваемся вот с людьми, которые говорят на этом языке, на котором мы сейчас говорим. Нам нужно забыть. К большому сожалению, нам нужно, для меня большому сожалению, потому что я более-менее как-то владею этим языком, я вынужден буду отказаться. Но у меня есть английская база, буду потихонечку наверстывать. И переходить всю документацию нужно переводить на чеченский язык. Нам, к большому сожалению, у нас до сих пор люди, которые представляются представителями, да, самозванными представителями нашей страны, пишут разные документы на русском языке. Но это уже просто выходит за все рамки просто. Куда это годится? Украина получше в этом плане хотя бы. Так, я понял. Ичкери паспорт, дизер тенгуавиес. Ичкери паспорт не существует. Не делайте никакой этот фейковый Ичкери паспорт. Прямо открыто вам говорю. Ичкери паспорт рекламировал человек в тот день, когда мне предлагал работать на русскую разведку в городе Страсбурге. Это было, по-моему, в Страсбурге мы были. Поэтому нету никакого Ичкери паспорта. Если вы не хотите свои данные передать тем, кто предлагает работать на русских. Я так понял, ты в Гамбурге. Да, ты совершенно верно понял. Я в городе Гамбурге. Тебя смешно слушать. Не слушай тогда, в чем проблема. Я в шоке. Витаю, Аслан, витаю, Виктор. Аслан, тикток чуа, лички чуа, языч, хюйзгук, дерсач, ох. Напиши мне, я не умею, на самом деле, но я попробую, конечно. Я сейчас и не найду тебя потом уже. Может, ты мне напиши в ТикТок. Я просто не знаю, как это. Ну, поискать найду, но сейчас я просто не знаю. Обычно я пользуюсь Фейсбуком и e-mail. Так. Ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Мова у ногчі цікава, звуки такі. Дуже дякую, Виктор. За кораблем и с собой забери и его Кадыров. Дик добра. Мегарду, Украина. Мегарду. Это однозначно наше дело производства должно быть на нашем языке. 100%, Фрея. Ну а как по-другому, если наш... мы потеряем язык. Язык нам для этого и нужен, чтобы мы могли вести дело производства, всю бюрократическую работу мы должны вести на чеченском языке. Это однозначно 100%. Русское все, вообще абсолютно все. Музыка, искусство, сам язык, соответственно, телепередачи, особенно новости. Я просто удивляюсь с нас, чеченцев, как мы смотрели эти новости. Первый канал посмотрим, через час смотрим НТВ, потом смотрим РТР, потом смотрим там еще что-то и так далее. И все время вот на русском языке русские новости. Это было большое упущение, большая ошибка, невероятно большая ошибка. Все силы надо было бросить на то, чтобы избавиться вообще от русского телевидения. Я не понимаю, почему у нас вообще вещали русское телевидение, когда мы даже были во время Ичкерии. Я приезжал домой и иногда мог смотреть какие-то российские каналы.
Так, Warzone, витают, тебя найдут и на князь. Зачем меня искать? Я здесь, не надо меня убивать, не надо меня искать, вернее, убивать, если хотите, конечно же. Давайте, попробуйте. Но искать меня не надо, я открыто живу, абсолютно. Какие проблемы? Если ты хочешь, я могу с тобой лично встретиться. Я предлагаю всем. Но почему-то вы так только из-под тишка, да, вы способны. Интересно. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу территориальной целостности Дагестана? Идут много разговоров про соединение Чечни и Дагестана, типа будет Кавказский округ. Верите ли вы в это? Здравствуйте, Венера Мирзоева. Я не понимаю просто, о чем вы говорите. Я первый раз об этом слышу. То, что фашистская Россия может кого-то там присоединять, кого-то там разделять, да, она это делает. И, как мы знаем, с приходом Путина изменилось количество субъектов фашистской России, там какие-то округа создавались и так далее. Ну да, есть такое. И что? Не понимаю. Сьогодні дивився, як на початку 2000 ХЛО ПТН знищував на РФ інфраструктуру, а ловив чеченців за терроризм, вбивства. Ну, теперь, Денис, вы знаете, с кем вы имеете дело. Теперь вы нам уже даже рассказываете. Раньше нам приходилось вам рассказывать, доказывать. Теперь вы уже, даже вам не надо ничего рассказывать, вы сами можете кому угодно, что угодно рассказать. Сегодня, когда век интернета, ютуба и так далее, очень легко. Сегодня происходят бои, и мы эти бои уже видим фактически в прямом эфире. Иногда даже в прямом эфире. Так. Ну и туда вам так. Асан, что первое сделать, когда вернетесь на родину, когда освободят Чечню от оккупантов? Роман, хороший вопрос, конечно. Не знаю, поеду домой, искупаюсь в Чернореческом водохранилище. Не знаю, буду жарить шашлыки, отдыхать буду. Так, классическая фотка Путьки. Истинная, так сказать. Хорзам тебе так писали. Так, ассаламу алейкум. Вас всегда интересно слушать. Рахмет вам за просвещение. Ва алейкум ассалам. Казах. Витаю тебя. Так, привет из Ирпеня, повага вам. Агния, витаю тебя, витаю. 9.1 von USA selbst verrückt Angriff auf Muslim. Ясно. Привет из Литвы, витаю, Литва. Да. Привет, привет, Литва. Так. Друзья, сегодня тролли неактивные, я смотрю, но они еще не проснулись сейчас. Подождите, еще полчасика, и они просто заполонят. Кстати говоря, я еще раз хочу напомнить, что в ТикТоке появилось большое количество разных блогеров, которые вообще не говорят ни о каких чеченских проблемах, о чем угодно они говорят, о политике они не говорят о том, что нас уничтожали. Но их так много, так резко появились, что сразу понятно, что им платят деньги, и они в таком огромном количестве в наше время, когда чеченец лишний раз боится показать свое лицо, чтобы дома кто-то не пострадал. А эти люди так открыто вещают, разговаривают, и ничего страшного. Вот как-то закрадывается сомнение, что эти люди, ну этих людей, конечно, что они адекватные вообще, потому что их подставляют. Россия, фашистская Россия фактически летит в тартарары, и в этот момент эти люди выходят и начинают заполонять чеченское информационное пространство симулякрами, имитаторами какой-то деятельности. Им за это платят деньги.
конечно же. Но я могу сказать, что все эти товарищи, которые вот делают эти ники, свои аккаунты и вещают нам про все что угодно, эти люди будут нести ответственность. Эти люди сами на себя просто за 20 тысяч рублей, за 300 евро, за 400 евро выкапывают себе яму. Хорошо, это их дело. Я предупреждаю просто. Как чеченцы относятся к Литве? Заус-ас. Так, где у нас? Литва. Так, где у нас Литва? Вот. Литва, Латвия, Украина и все остальные. Вот так мы относимся. Так, пойдемте дальше. Что такое? Кто удалил? Фарлес Чечен. Почему удалил? Аслан, молодец, что пригласил Дэвида Саттера. Вот действительно человек, который мыслит адекватно. На самом деле, Фрей, Дэвид Саттер это такой человек, которому мы, чеченцы, должны будем потом уже отдать должное, когда дойдет до нас, как многое человек сделал. Не ради нас, чеченцев, он что-то делал. Он это делал ради правды и справедливости. Хотя, конечно же, и ради нас тоже. И он хороший, надежный, верный друг чеченского народа. Поэтому, и знаете, мне нравится, как он говорит. Да, мне нравится ход его мыслей, глубокий, мудрый ход мысли. Молодец, конечно, Дэвид Саттер. Я удивлен, почему его нет на украинском телевидении очень. Помните, Украина поддерживала ООН Палестину и Хамас против необоснованных действий Израиля. Может, пора извиниться? Я не украинец и не власть Украины. Витаю. Алена Павленко, слава Украине, свободные Ичкерия. Скажите, куда обращаться украинцам, если они потеряли близких или имущество в результате войны? Может, вы знаете? Витаю, Алена. К сожалению, я не могу вам подсказать. Это вам там в Украине нужно задавать эти вопросы. Но обязательно нужно все фиксировать, все до мелочей, что вы имеете. Если имеете чеки, если имеете документы там, на мебель, на посуду, да, на любую мелочь, которая у вас есть. Потому что когда вы будете подавать, составлять иски, у вас должны быть обоснованные, вы должны будете обосновать цифры, которые вы там сказали, и украинцам будут выплачивать компенсации. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Между Украиной и Казахстаном 300 километров. Им бы перерезать бы этот участок, и весь Кавказ автоматически становится независимым. У меня вопрос такой: возможно или РФ не прекратит, если РФ не прекратит стрельбу? Я не знаю, казах, я не знаю, что вам на это сказать. Не буду говорить того, что не знаю. Ну, я думаю, не так просто все. Так, да, Астан, гибнюков расплодилось. Да, Ури, очень, очень полезных идиотов и гибнюков. Саха Криме. Асан, хорошо выглядите, очень свежо. Здоровья вам и успехов. Дуже дякую, дуже дякую. В сетях гуляет видео, как Дырову подарили украинских пленных. Думаете, это правда или актеры? Я думаю, это просто обычные граждане Украины, которых захватили. Мне, знаете, противно на это смотреть. Мне противно, что несовершеннолетних детей этот садист втягивает в свои вот эти садистские игры и разрушает и их психологию, в том числе их психику, хотя она у них уже, наверное, разрушена. Но это позор просто. К большому сожалению, хоть он и не чеченец, он-то казак из беглых крепостных, Рамзан Кадыров, к чеченцам он не имеет никакого отношения, только проживал на нашей территории. Все равно даже за то, что он проживал там, он вызывает у меня просто отвращение, пренебрежение. И мне стыдно, что этот человек даже проживал на нашей территории. Просто бред. Так. Здравствуйте, Аслан. Почему от вас отвернулись Рубат? Ну, мне кажется, вы сейчас опять меня склоняете отвлекать от темы, но люди, которые перешли на сторону русских, для меня не являются товарищами и друзьями. Вот и весь ответ.
Где польский флаг? Добавь, пожалуйста. Обязательно добавлю. И вы на самом деле польский флаг заслуживает. Эстонский в пути уже. Польский флаг заслуживает на самом деле ту помощь, которую оказывает сегодня Польша, несмотря на разные исторические разногласия и черные, прямо скажем, истории взаимоотношений. Сейчас, несмотря на это, как говорится, ниоткуда без добра. Это преодолено, и поляки молодцы. И хорошая идея, я обязательно повешу. И польский флаг тоже. Так, під Херсоном накрыли базу кадыровцев, десятки загинули, в мереже є видео. Да, я вчера об этом говорил, Виктор, около 100 человек уничтожено, есть видео, оно у меня в телефоне, видео, где они, выбравшись из-под завалов, там, снимают друг друга там, с ранениями, там, с царапинами и так далее. И сопроводительный текст, где сообщается, что уничтожено около 100 человек. Наверное, не все из них были кадыровцы, говорят, по разным данным, 30-40 было чеченцев, уже привезли, похоронили некоторых, сегодня были похороны. И так будет продолжаться. Я это чеченцам говорил и говорю. Никакой частичной мобилизации или какой-то ограниченной во времени мобилизации не будет. Будут забирать всех до последнего. И кривых, и косых, и инвалидов, и всех, кого только возможно. И женщин тоже. И потом уже несовершеннолетних тоже. То, что сейчас Кадыров своих несовершеннолетних детей туда посылает, это именно на это и намекается. Что несовершеннолетние тоже будут депортироваться на войну. По-другому это не назовешь. Так, крутяк, говорит, Заус Ас. Литва классно, був там. Скиландис Ив. Скиландис Ив. Я не понял вот этого слова. Так, здравствуйте, здравствуйте. Красавчик, американский флаг. А то, как это подарили? Рабовладельчество, что ли? Ну вот, типа вот так это выглядело. Но и отец, и дед их этим занимался. Торговал людьми, применял насилие, и кровь, зло, беда. И вот сынишек пускают по этому же пути. Кадыров не чеченец по нации? Нет, это из беглых крепостных, которых мы когда-то приняли. Мы всех принимали. Да? Когда еще не было международного права, в Чеченской Республике работало гуманитарное право, и мы всех принимали. И, к большому сожалению, беглых крепостных мы считали, что если мы их принимаем, мы их женили на чеченках, как-то обустраивали их, всегда помогали, ну, полностью способствовали. Как бы какая-либо семья, вот здесь в Германии такое происходит, когда кто-то приезжает, так, что случилось? Нас выкинуло, да? Так, друзья, у нас в ТикТоке связь оборвалась. Я снова включился. Посмотрим, будет работать или нет. Такое у нас часто происходит. Так что ничего страшного, ничего необычного. И вот таким образом Кадыров Рамзан оказался, его предок оказался на нашей территории, по всей видимости, его дедушка или прадедушка, дедушка, скорее всего. Да и внешне он не похож на чеченца. Так. Асан сегодня смотрел твой стрим с Дэвидом Саттером. Почему оплот демократии Америка не признает геноцид и оккупацию Ичкерии, империи зла? Исамиде, это очень хороший вопрос. И если признает Соединенные Штаты, 100%, я вам гарантирую, мы будем стучаться в дверь до тех пор, пока не признают. Нас Америка признает, без сомнения. Вообще,
то, что нас признала Украина, это тоже уже говорит о том, спасибо за подарки, друзья, спасибо, говорит о том, что на Западе все помнят, все знают и так далее. Поэтому ты прав. Ну, нас признают, не волнуйся. Да, Алмула. Так. Всем салам, шалом, витаю. Файтер Израиль, витаю тебя. Шалом. Хотят внести поправки, что глава Республики Дагестана не будет влиять на целостность территории Дагестана. Главу Дагестана не выбирал народ. Это беспокоит народ Дагестана, говорит Венера Мирзоева. Я не понимаю, и что, и куда хотят отдать Дагестан, кому присоединить. Какая вам разница? Какая вам разница? Объединят Чечню и Дагестан, разъединят. Какая разница? Я не могу понять. У вас с этим какие-то проблемы? Вы же и так в оккупации находитесь. У вас нет языка своего, ни своей культуры, ни своей традиции. Все нам русские навязали. Государственный язык русский и все такое. Я не понимаю просто, о чем вы переживаете. У вас глава не выбирается, как вы правильно сказали. Не понимаю просто. Так, документы на жилье есть с собой, а документы на ремонт жилья были дома. Но Русня обстреляла наш Бахмут самолета, и теперь дома у меня и моей семьи нет, как и у многих других людей. Документы сгорели. Алена, это все поправимо, ничего страшного. Плохо, конечно, что все разрушено, само собой, что документы сгорели. Но вы можете там привлекать свидетелей, которые видели, тех же рабочих, если они там вели у вас работу там, в соответствии с договором. Ну, уже сейчас нужно готовиться. Все это должно у вас быть. Все документы, деньги, документы, ценности. Все, что вам нужно брать с собой в случае вашей эвакуации. Все документы, начиная от, я не знаю, всех, которых вам не нужны. Поэтому надо уже сейчас вам этим заниматься, и я уверен, вы получите очень хорошие компенсации. Очень хорошие. Так, Алена, жаль, что так один в один было и у нас. Да, Ури, совершенно верно. Аслан, когда все успокоится в Украине, думаю, дальше начнется на Кавказе, ведь он должен быть свободным. Как думаете? Я очень надеюсь, что как можно быстрее это закончится. Внешне он похож на Мижги свинью, говорит Хамзат Гилаев. Абсолютно верно. Речь, конечно же, о Кадыркине. Да. Кадыров это проект Кремля. Почему тогда ФСБ его не любит? Ну, ФСБ, знаете, это большой орган, большая система, банда, где Кадыров, например, ну смотрите, как я это вижу. Путин развязал войну с Патрушевым, взорвали свои дома, уничтожили 307 русских. До этого тоже были теракты, их было очень много. Все делалось, русские терпели, хавали и молчали в тряпку. Началась война, влезли в войну. Начали вести свою разведывательную, шпионскую деятельность. Склонили кого-то, кого-то до войны склонили, кого-то во время войны склонили. Все, переметнулись. И в этот момент стал вопрос, кто будет возглавлять Чеченскую республику Ичкерия. И были разные кандидатуры. И вот Путин сделал ставку на Ахмада Кадырова, старого проверенного агента ФСБ, КГБ. Но были военные, были другие ФСБшники, которые очень много сил, здоровья, может быть даже своих друзей положили, оккупируя, захватывая Чеченскую республику. И когда на Кадырова была сделана ставка, ну его потом взорвали, а потом пришел Рамзан Кадыров, на которого также Путин сделал ставку, и ему сказали, ты глава. Вот здесь ты хозяйничаешь, никому ничего не позволяй, подчиняешься только мне. Соответственно, Рамзан Кадыров так и начал себя вести. В том числе, где-то мешая каким-то там полковникам, подполковникам, генералам, уже, наверное, и генералам, которые были раньше майорами, подполковниками и так далее, мешать им зарабатывать деньги. Я, знаете, скажу одно, да,
меня постарайтесь понять правильно, но из обоих зол Кадыров, оно меньшее зло, чем, например, Хасбулатов, Завгаев, Ямадаевы, ну и так далее, и так далее. По крайней мере, тем, что просто везде вот это зло действует только в одном направлении. А так это был бы бардак из зла, который так и хотели сделать русские террористы. Конечно же, Кадыров выполняет все, что угодно, готов бросить чеченский народ в огонь войны, бросает его в огонь войны против Украины. Но я вам скажу, что будучи злом, будучи беглым холопом и все остальное, есть еще большее зло. Они оба зло, но еще большее зло. Это вот те, которые остались тогда, Дудаев со своими товарищами, который прогнал от власти. Это Хасбулатов, которые сейчас лебезят перед Кадыровым и готовы его убить, как только подвернется случай. Разные другие товарищи, которых все и так чеченцы знают. Ну вот, как-то так я думаю. Как-то так. Здравствуйте. Кто из украинских медийщиков вызывает у вас подозрения в пособничестве ФСБ? Спасибо. Ну, например, Роман Цымбалюк. Например, Гордон. Это из украинцев. Ну и просто посмотрите, с кем они. Ну и давайте тогда возьмем и Невзорова, давайте возьмем и Пономарева, которые тоже являются гражданами Украины. Но, например, Гордона я считаю агентом КГБ УССР. УСБ агентом я его считаю. Но очень тесно, уж слишком тесно они связаны с ФСБ и так далее. Поэтому, ладно, я не буду далеко влезать в украинские дела. На самом деле, украинцы, много еще есть товарищей, которых я уже так на примете держу и полагаю, что эти люди в любой момент готовы снять, как свадьба в Малиновке, шапку и одеть другую. Я думаю, лучше меня. Я сейчас смотрю, СБУ начала очень хорошо работать. И я думаю, они без меня разберутся, так как у них больше информации по этому поводу. А я исхожу только вот из своей субъективной точки зрения. Так. Асан, когда все успокоится в Украине? Думает, это было. Внешне он похож на мишки свинью. Так, Аслан, предложи НАТО и Гаагскому суду учредить международную тюрьму для международных преступников на территории Чиры и придать под управление ночь, чтобы полезное с приятным совместить. Тебе нужно это, анархист? Зачем нам этот весь сброд там будет? Осуждены. Здравствуйте, кто из УКХ это было? Это точно сейчас нетрудно узнать, кто откуда, все можно узнать, да? Так. Аслан, Цымбалюк пригласил Табаха. Ты видел? Нет, я не видел. Не видел. Леди, не видел. Так, давайте почитаем, что нам пишут в ТикТок. Новчий флаг Уния говорит. Человек говорит мне, почему у меня нет чеченского флага, у которого стоит просто 95. Он номер, который ему дали русские фашисты, прикрепил себе на этот и беспокоится за чеченский флаг. Я не говорю, что Россия лучше. Так, это не мне, наверное. Так. Ассаламу алейкум вараматуллаху ва баракату. Таиланды. Ва алейкум ассалам. Таиланды. Не он проект Кремля был, а его папаша, а он прицепом пошел. Ну и также подключился, так обычно и бывает. Если отец на них работает, то и детишки тоже начинают. Видимо, в СБУ начались негласные чистки, раз так эффективно работать начали.
Да, я тоже так думаю. Я думаю, сейчас СБУ начало работать. И это очень круто. СБУ это очень-очень важно. Как думаешь, кому достанется Калининград? Германии, конечно. Думаю, Германии. Ну, я не знаю, как там будет. Исторически, кому Кёнигсберг вроде бы Германии был принадлежал. Ну, посмотрим. Твое фото вместе с твоими высказываниями, скрин сделан. Жуй галстук. Сань, давай договоримся. Я сейчас прекращаю всю деятельность, выключаю YouTube, выключаю TikTok, но ты никому об этом не говоришь. Договорились? Давай только договоримся. Ну, что сразу ты с наездами? Предупредил бы сразу, что ты сразу скрин сделал, там это, мое фото. Давай договоримся, по-братски, да? Давай, я прекращаю все. А ты никому не отсылаешь. Я тоже насчет Гордона сомневался. Всегда он ведь раньше, наоборот, был за Янника, а значит и под Путлер. Да, ассаламу алейкум, алейкум салам, Милана. Машуэласан, дейлер салам машал, хуэль Аллах дал ал шуэласан, массу уэлсо машуэ. Так, так, дикейлер вот. Поехали дальше. А каково ваше отношение к Москальковой? Москальковой? Вы имеете в виду правозащитницу Москалькову? Я, может, ошибаюсь в фамилии, напишите, о ком вы говорите. Я продолжаю. Чечня, сосед. Путин может передать несколько сел или район Дагестана. Там живут очень много чеченцев. Будет новый конфликт. Дагестанцы не захотят разделения территории. Блок Ту Мюжги Бичешин. Венера Мирзоева. А какая вам разница, куда передаст из России в Россию, российскую территорию ваш царь? Если вы не возмущаетесь против того, что вас заставляют говорить на русском языке, почему вас или наши территории, которые незаконно заселили дагестанцы, если там кто-то будет говорить на чеченском, какая проблема у вас? Вы на русском готовы говорить, а на чеченском нет? Я не понимаю просто вот этой логики. Какие-то дагестанцы будут возмущаться. Где эти дагестанцы? Почему они не возмущаются, когда их на смерть отсылают? Где ваши хабибы? Где ваши другие лидеры мнений? Вот женщины, матери выходили за своих сыновей. Остальные молчат. Я просто не понимаю этой логики. Мне было очень смешно иногда, да, хотя это было немного грустно, когда такой же искусственный конфликт между чеченцами и ингушами намечался. Так вот, один ингушский представитель на радио «Свобода» пришел и рассказывал, что какая ценность для вас представляет эта земля. Он говорит, она представляет для нас историческую ценность, он говорит. Это при том, что я живу на западе Чеченской республики Ичкерия, которая граничит с Ингушетией, ближе к Ингушетии. Мы не граничим, но мы близко к Ингушетии. Так вот, у нас в нашем населенном пункте, откуда родом мои родители, проживают люди, у которых есть родственники в Ингушетии. Прям прямые родственники. Мы еще не разделились как народ, хотя ингуши называют себя народом, но мы еще полностью даже не разделились. И вот этот человек заявляет, что какую-то историческую ценность представляет какая-то земля в горах, которой не пользуются ни чеченцы, ни ингуши. Вот приблизительно то же самое вы говорите. Это специально будет сейчас накручиваться. Я не знаю, Венера Мирзоева, я вас раньше тут не видел, но вот вы поднимаете эту тему с какой целью? Чтобы начать разжигать этот конфликт. Главный враг сидит на Лубянке, в Кремле. И если любой кавказец посчитает, что его враг кавказец, а не тот, кто сидит в Кремле и в России, то этот кавказец стоит плевка, который выплевывается. Все, вот цена этому кавказцу, любому. Я не понимаю просто вот этой логики, находясь в тюрьме, спорить за какой-то участок, которым оба не пользуемся. Вы когда-нибудь вы думали, что кто-то будет возмущаться, если с одной камеры будут переводить в другую камеру? Или объединят эти две камеры? Возмущаться администрацией, там что-то. Или вы будете бить этого заключенного вашего сокамерника или соседней камеры. Это же бред просто.
Да, это Венера, провокатор, бот. Мне тоже кажется, такие темы интересные затрагиваются. Их надо сейчас, ну, она сейчас дала сигнал, если она провокатор на самом деле, она дает информацию, которую сейчас будут все говорить. Ну и опять начнутся, все соберутся. Вот здесь, которые сидят 95-й в ТикТоке с никами 95. Потом соберутся другие с никами 95. Это в основном боты, тролли, которые за деньги работают. Также дагестанские начнут. И начнут друг друга поливать грязью. Это нужно сделать, что в случае, если Кавказ сейчас будет отделяться от фашистской России, чтобы у нас были обиды друг на друга. Я могу успокоить русистов и гибнюков. И так все нормально. Вы за эти 100 лет последние сделали так много, что дагестанцы нас не любят. Можете не волноваться. Все и так нормально. Не все, конечно, но по большей части не любят. И все, большая часть дагестанцев отслужила у нас в Чеченской Республике Ичкерия. Мы пошли защищать Чабан-Махи и Карамахи, выводить женщин и детей, спасать. А потом некоторые подхлопные дагестанцы пошли служить фашистской России. И вся Ханкала у нас из дагестанцев, осетин, кабардинцев, карачаевцев. Карачаевцев немного, наверное, черкесов тоже немного. Ну вот приблизительно так. Дядя, ты кто? Я дядя. Можете прокомментировать интервью с пленным чеченцем, если смотрели. О каком пленном чеченце? О том Киргизе, о котором вы говорите? Дагестанские будут... Ничего я не могу сказать по этому поводу, Милана. Дагестанские будут с ником 05. Да-да. Это распространенная такая. Ну, принимать добровольно, знаете. Раньше в концлагерях нацистских евреям выжигали на руке, вот здесь, номер. Ну, приблизительно 0,5, 95, там 0,6. Надо, или на лбу сразу, чтобы видно было. Так, Аслан, мы это кто? Разве ты защищал Родину? В смысле, а что я сейчас делаю, Ансар? Я сейчас не Родину защищаю, я сейчас не свой народ защищаю. Хоть это и не скромно звучит, я не понимаю. Не воевал я, не воевал. Но сейчас я на войне. Ты считаешь, я не на войне? Вот ты вообще. Я уважаю чеченский народный, не знаю, откуда ты взялся. Чеченский народ, я не знаю, откуда ты взялся. Так, тогда я говорю, что ты тогда говоришь? Я тебя не могу. Ансар, ты можешь попробовать сформулировать мысль? Почему чеченские не висят у тебя сзади, американский висит флаг? О, Фая, ты вернулась. Привет, Фая. Никакой я не бот, ненавижу Путина, говорит Венера Мирзоева. Ну тогда, Венера, не нагнетайте тогда ситуации, которой фактически нет, которые русские террористы сейчас пытаются высосать из пальца. Клянусь спокойного брата, я уважаю своих братьев-чеченцев, но вот просто мне тебя жалко. Ну что я могу сказать, Фая? Ну что я могу сказать? Ну, спасибо, что пожалела, спасибо. Спасибо, что пожалела. Так, друзья, еще раз напоминаю, распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Так. Друзья. Террорист номер 2. Рамзан Кадыров хочет стереть украинские города до горизонта, если украинцы продолжат освобождать оккупированную землю. Кто-то может снять это как больные сны, но он серьезно. Пишет мой один знакомый.
Ну, я могу сказать, что Кадыров говорит то, что говорит ему террористическая банда ФСБ сказать, и все. И стирать города до горизонта, это чисто русское ГБшное выражение, которое сам Кадыров бы не придумал бы. И, кстати, могу сказать, что Кадыров очень похудел и выглядит сейчас не очень хорошо. По крайней мере, на этой фотографии, которая передо мной сейчас. Почему не хотите отвечать про Масхаб? В смысле не отвечать? Я должен отвечать про Масхаб? Я не понял. Хомичао. Хомичао. То есть откуда? В смысле откуда? Одни и те же вопросы вы задаете, друзья. Давайте что-нибудь интересное вы будете спрашивать. А то одно и то же, да? Около полусотни народов и народностей проживают в Дагестане. Да, Георгий, именно так. А теперь всех этих кавказцев насильно отправляют воевать против Украины. Такой вот способ этнической чистки против коренных малочисленных народов. Да, Апро, да, именно так. Именно так. Быть с Россией – это быть готовым убить, быть готовым погибнуть за унитазы Путина, за золотые унитазы Путина. Так, задай тему. Ну, задай вопрос, Тэш. Что вы несете? Я ничего не несу, я сижу. Вы суннит? Да какая разница? Да, я суннит. Какая разница? Я сейчас об одном говорю, вы мне сейчас религию суете. Вы что, такой религиозный человек? Вы знаете, что в ТикТоке очень много нехороших вещей. Что вы делаете в ТикТоке? Какая вам разница, суннит я, шиит я, папуас я? Вообще, какое отношение к этому имеет? Каждый раз заходите и задавайте эти вопросы. О чем вас можно спрашивать, если у вас такие заумные ответы? Седа, это был очень заумный комментарий. Вы ни на один вопрос не отвечаете. Ну, это уже ложь, Седа. Это ложь самая настоящая. Так, давайте тогда я перехожу к новостям. Государственный департамент США распространил совместное заявление правительств США, Франции и Великобритании в отношении развития ситуации в Украине, отражающей российскую военную агрессию. Мы, министр иностранных дел Франции, Великобритании и США вновь заявляем о нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающей агрессии России. Мы по-прежнему полны решимости продолжать поддерживать усилия Украины по защите своей территориальной территории столько, сколько потребуется. Сегодня министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Понимаете, да? Это было вчера, кстати говоря. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную ядерную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России, говорится в распространенном воскресным вечером заявлении Госдепартамента США. Министры иностранных дел также обсудили свою решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ в области безопасности, а также продолжать оказывать стране экономическую и гуманитарную помощь перед лицом жестокой агрессивной войны президента Путина против Украины. Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщили об ухудшающейся ситуации в Украине и высказал опасение, что Украина может использовать грязную ядерную бомбу. Да, к сожалению, это возможно. К сожалению, это возможно. Русские террористы могут применить грязную ядерную бомбу и сказать, что это сделали Украина. Но раз мы видим, что уже и обращаются к Шойгу, министры обороны, я полагаю, там недвусмысленные намеки Шойгу были сделаны в случае применения ядерного оружия. Поэтому
полагаю, что и это тоже удалось предотвратить. И удастся, удастся. Дай Бог, дай Бог. Так, давайте к комментариям вернемся. Це нормально, людина. Сейчас прогноз скажет, послушаем. Так, если у вас такие заумные ответы, ой-ой-ой, это же надо так придумать. Так, возвращаемся к комментариям в YouTube. Асан, это специально Кремль закладывает, как всегда, мину под кавказские народы, да? Быть с Россией не только за Путина, но и за любого царя быть готовым умереть. Да, леди, так, именно так. Аслан, блоки, ерит, борит и есумш. Битам пока. На деревню в Иркутске упал очередной самолет. Как вы думаете, в чем причина? Ну, во-первых, это может быть связано с тем, что сейчас, как мы знаем, уже самолеты заканчиваются на фашистской России. Далее можно сказать, что нету летчиков, которые многие погибли, опытные пилоты. Далее это может быть связано с тем, что идет авральная работа по вылетам, там, сборке, докомплектации самолетов и так далее. И где-то упускается, да, идет такая авральная работа, и где-то техническое состояние самолета не всегда надлежащим образом проверено, там, исправлено и так далее. Ну и, конечно же, диверсионные группы украинцев, которые на подлете уничтожают. Это все может быть, я пока не могу сказать. Мы пока об этом не узнаем, потому что русские террористы на своей территории тайны хранить умеют. А может, Дагестан это тоже могла быть нашей территорией. Все эти народы, которые там проживают, пришлые. Мария Маскаркова живет в Украине и общается с Табахом. И ведет блог певица, у которой муж убил депутата. Все, Маскаркова. Ее Маскаркова разве звали? Маскаркова, да, ее звали? Я перепутал просто, о ком вы говорите. Ну, я могу сказать, что вот эта жена вот этого, как его, которого убили, кстати говоря, шел навстречу или договорился о встрече. Короче говоря, был в курсе, что он встречается. Вороненков это был, Денис Вороненков, которому тоже очень быстро дали гражданство Украины там, и так далее, и так далее. Так вот, он шел с Пономаревым навстречу, или Пономарев был в курсе. И вот, если вы о ней говорите, ну, мне кажется, ну, женщина, Максакова, да, Лев Альтман, точно. Маскаркова это правозащитница такая была. Или есть она, по-моему, если я не ошибаюсь. Мария Максакова, да. Вот это, да, правильно. Ну, обычная женщина, ну, может, необычная, может, у нее там какие-то особые связи есть, замужем за депутатом была, и певица, там, все такое, ну, не знаю, о чем вы меня спрашиваете, не знаю, о чем вы спрашиваете. Так, прокомментируйте, пожалуйста, постановление поставленной комедии «Поле боя и маски шоу». Милан, ты так шутишь, что ли? Как может РФ начинать большую войну, прежде уничтожив десятки тысяч заводов и фабрик? Это не вопрос ко мне. Война начата, вы видели. 24-го денацификация, демилитаризация там, и так далее. Это уже отрицать невозможно. Ладно, с 2014 года вас там нет. И Крым вы не оккупировали, а оккупировали, аннексировали. Только потом стали вы там и так далее, и так далее. Но я не понимаю просто, о чем. Заводы уничтожены, разграблено все. Но и толку от этих заводов. Остались заводы там никелевые, там какие-нибудь, стали прокатные какие-нибудь заводы. Россия ничего не производит сейчас. Век технологий, век интеллекта. Да, и у русских нет таких возможностей. У них нету ни университетов, ни школ, которые могли бы в этом плане работать. И, конечно, зачем нужны какие-то заводы, фабрики?
нет смысла просто. Они думали, что они будут закупать на Западе, но сейчас как-то не пошло. Что-то пошло не так. Еще один диванный эксперт и воин. Да, именно так, только не диванный. Эксперт и воин, ну, кресельный. Стоп, давай по чесноку. Так, Шойгу смирился с тем, что ему не суждено стать Наполеоном и решил пуститься во все тяжкие. Да, Иса. Основная команда разбившегося иркутского военного самолета по неподтвержденным данным активные участники бомбежек Чечни и Украины. И погиб экипаж. Очень интересно. Отравление азотом. Да, что-то я слышал на тему про отравление, что они были уже без сознания, когда самолет их спикировал прямо вниз. По поводу, что они воевали, все летчики, все вертолетчики, которые только можно найти на России, которых сажают за штурвал, принимали участие в войне против чеченского народа и государства. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Это самые главные преступники, которых мы будем находить всегда и везде. Даже если им будет 90 лет. Это я вам как чеченец, рядовой гражданин Чеченской Республики, обещаю. Никогда мы вам этого не простим. Раньше, когда был 44-й год, фактически было полное уничтожение чеченского народа, попытка уничтожения, которая практически удалась, но не до конца. Раньше царской России не было таких возможностей, чтобы сохранить документы, фото, видео. Теперь у нас есть и фото, и видео, и имена, и фамилии, и очень много, и состав семьи. Все мы знаем про большую часть преступников. Ни один преступников, просто чеченцев вы не знаете. Тот, кто рассчитывал повоевать против нас и забыть. Вам Моссад, ЦРУ, МРУ, все остальное покажется просто цветочками по сравнению, как мы вас будем из-под земли находить, из бункеров доставать. Всему настанет время. Мы посвятим следующую свою жизнь, оставшуюся, для того, чтобы найти вас и привлечь к уголовной ответственности в соответствии с международным правом. Так. Еще один деталь. Вы меня не поняли. Я про жесткий бой сыновей. Милан, вы об этом. Ну, не знаю, что сказать. Я уже это прокомментировал в самом начале. Aslan, цогнанти квак бэхкан ахцэн чо но дуцэн дүйцэг дэл этто бойла дээрээ схуйл дэл мула. Уэдвагам абинашунуэй. Да, улчтэ. Что же отбили в твоем атаку ВСУ? Ой, не могу. Они же отбили втроем атаку ВСУ. Да, конечно, это спектакль полный. Абсолютно полный спектакль. Да, муа, все будет. Да, муа, сау, да, муа. Так, друзья, давайте еще вам комментарии что-нибудь прочитаю. Также хочу сообщить, чтобы, может, меня послушают русские террористы, раз если не послушают Госдеп. И, кстати говоря, я бы хотел бы сказать отдельную благодарность Энтони Блинкину. Этот человек и вообще Госдепартамент США сделал неимоверно большую работу. И я думаю, украинцы должны этого человека запомнить как друга, объединившего Запад против фашистской России в помощь Украине. Итак, Госдеп предостерег Россию от применения обычной или грязной ядерной бомбы. Как заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Россия не избежит последствий, если рискнет применить так называемую грязную бомбу или обычное ядерное оружие.
Ранее о возможном применении грязной бомбы Киевом предупреждали Запад, высокопоставленные российские военные, однако Вашингтон сам обвинил Россию в попытке использовать такую якобы имеющую место угрозы в качестве предлога для эскалации конфликта с Украиной. На вопрос журналистов о том, будут ли США рассматривать применение грязной бомбы так же, как применение любого ядерного оружия, Прайс ответил, что для России это в любом случае не обойдется без последствий. Будь то грязная бомба или ядерная бомба, наша позиция в этом вопросе абсолютно ясна, подчеркнул Нед Прайс. Вот такие вот дела, друзья. И Шойгу начал обзванивать и умолять. Кстати, смотрел сегодня, 25-е, да, сегодня, Скобееву. И там такая новость. Сенаторы хотят договариваться с администрацией, ну, обращаются к администрации Байдена, чтобы они договаривались с Путиным о прекращении огня. Я не знаю, что там сделали сенаторы, но такой заголовок, небольшое видео это было. Сенсация чуть ли там, что вот прорыв, уже сенаторы просят разговаривать с Путиным. И потом под конец, уже она так расписала все, говорит, ну, администрация президента сказала, типа, все, никаких разговоров не будет, там и так далее, и дальше она продолжает. Но зато какой заголовок, как это преподносится, надежда для русских террористов, которые сейчас кормят в шее в окопах, уже видите, уже там американцы дрогнули, моргнули американцы. Мелхи, да, спасибо, Мелхи. Спасибо, спасибо. Вот такие вот дела интересные творятся. Так, да, мы уважаем и благодарны Блинкину. Да, Людмила, это очень крутой мужик. Он, по-моему, по-русски говорит ведь, да? Было бы очень хорошо, если бы он нас посмотрел и дал бы и признал бы геноцид чеченского государства, чеченского народа и оккупацию чеченского государства. Было бы очень круто. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. А кто с Америкой, тот продал свою душу дьяволу, говорит Бальтасар. Боже мой, не может быть. I come from Germany. Супер. Я гражданин Ичкерии, говорит. Иншаллах, тогда мула. Все будет Ичкерия. Они же отбыли свой... так, извини, я это уже читал. Так. Вижу, вы тряпку с собой принесли. Уберите за собой, говорит. Я считаю, что будет ядерный удар. Ну, ядерного удара как такового не будет. Об этом уже неоднократно сказано, заявлено, и не будет никакого ядерного удара. Я так думаю. Но вот про грязную бомбу, которую говорят, да, как нам говорится, не легче, да, ядерная эта бомба будет или это будет грязный ядерный взрыв какой-нибудь, который они там завезут, взорвут и скажут, что это сделала Украина. Видимо, подготовки идут, утечка информации произошла, и поэтому министры обороны Франции, Великобритании, США предупредили. Это очень круто, друзья. У Украины все отлично. Ну, с учетом того, что идет война и гибнут люди. В огромном количестве гибнут люди. Но украинцы не звали эту войну, не хотели этой войны. Никто ее не хотел, кроме террористической банды ФСБ и фашистующего имперского русского народа. Так, Аслан, ТикТок что, зависает, что два стриму заметить не? Нет, я не заметил, но бывает сбои у меня в ТикТоке. Но я не заметил, что чаще зависает. У меня зависали в Ютубе чаще, но сейчас, видимо, они переключились. Или на мой телефон они переключились, или на ТикТок. Не знаю, с чем это связано. Опять, да, обрыв? Да, согласен, завис последний довод. Так. Вроде бы все работает, да? Алло.
Аллах дал бахт бойлой. Амин, амин, амин. Да, согласен. Асан, как думаете, почему Иран дал согласие на расследование с Украиной о применении РБП беспилотных летательных аппаратов? Ну, я считаю, что Ирану не нужно просто эти проблемы. На Иран такие наезды пошли, что Иран, который и так находится там под очень тяжелыми санкциями, конечно, сейчас русским дали больше санкций, но я могу сказать, что, ну, я, во-первых, не верю Ирану, чтобы они какие-то там расследования не делали, но это нужно проводить, это расследование, нужно докапываться и мешать, передавать. Ну, наверное, там какая-нибудь схема есть, передавать вот эти дроны фашистской России. Ну, Иран тоже фашистующий режим в Иране, поэтому они всегда найдут способ как-то обойти санкции где-то. Ну, Иран давно под санкциями, Россия уже тоже несколько лет под санкциями, поэтому они попробуют как-то по-другому найти способ обойти. Ну, или же собирать эти же дроны в самой России, обучить, прислать мастеров и так далее. Поэтому вот как-то так. Так, тебя тоже записывают. Продал душу дьяволу Америки. Так, зависает, однако, за вами слежка уже видать. Давно уже, Ксения, давным-давно. Немного зависает, но терпимо. Ирана уже. Вы можете перейти в YouTube на канал Реалити и там посмотреть. И вот тут у нас не зависает. И, кстати говоря, напоминаю, стрим идет и в YouTube, и в TikTok. Поэтому заходите на мой канал. Там же в ТикТоке, на моей главной странице, вы найдете ссылку на мой YouTube канал Реалити. Заходите и смотрите тот, если вам удобно. А где, брат, азербайджанский флаг? Юсуф Бакил. Обязательно будет, Юсуф Бакил. Обязательно. Обязательно. Как только против России вы выступите, обязательно повешу. Асан, там будут детали, которые шли под санкции. А вот какие это страны? Ну да, нужно расследовать. В любом случае нужно это расследовать. Тем более, если Иран представляет такую возможность, конечно же, они будут препятствовать, если они замешаны. А я не сомневаюсь, что они замешаны на самом деле. Дроны это иранские. Уже Украина доказала, что это иранские дроны. Есть обломки, куски от дронов, которые подтверждают, что это иранские. Но надо разбираться. Не зря прилетал этот руководитель Ирана. Так, пойдемте дальше. Знаю, что у нас нет ПВО, так как жди маньяки бомбили людей, детей в мешках собирали. Да, именно так, Ури. Так, Асан, ты умело наступаешь на хвост плутинистам. У них даже черепная коробка нагревается и плавится соловиный помет. Дуже дякую, Айса Барка. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава, Шабанов Максим. Так, привет всем из Воронежской области. Надеюсь, скоро будете свободны. Ичкерия, Украина, Южная степь 36. Дуже дякую. Спасибо большое. Воронежская область. Будьте аккуратны там, Воронежская область. Вы находитесь в концлагере. Здравствуйте. Какую страну вы представляете? С какой целью интересуетесь? А против кого мы воевали в Карабахе? Или где чеченские беженцы жили и живут сейчас? Ну, вы воевали против Армении за свою территорию. Но вы никогда не говорите, я знаю, о чем вы говорите, конечно же, я вас поддерживаю, всегда поддерживал. И где жили чеченские, я вешаю флаг не потому, что там здесь живут чеченские беженцы, за что отдельная благодарность, хотя об этом напоминать это некорректно вообще-то. Но я вам скажу, что все европейские страны приняли чеченцев, платят им пособия, их дети учатся и так далее, и так далее. Что, к сожалению, Азербайджан не может себе позволить. Ну и там, вы видите, не висят флаги у меня за спиной, не висят все флаги всех европейских стран, хотя европейские страны очень много делали для чеченцев. И я имею в виду вот прямое столкновение с фашистской Россией. Вот такая вот принципиальная у меня позиция. Это нисколько не умаляет
азербайджанский народ и мое уважение к нему. Как-то так, друзья. Так. Просто кастрюлю с головы. Так, это не мне. Вы чеченец? Да, я чеченец. Так. Судя по комментариям, которые зачитывают основном, ТикТок собран из всего интернета, большинство умственно... Ну, хорош, файтер. Здесь разные. Воронежская область от этого легче не станет. Да, это точно. Максакова точно. Мне кажется, он был полезным идиотом, использованным. Вороненко, а летчики, что упали, могли быть отказниками. Может быть. Залп из томагавк под корягу Кремля. Нечесть, зло. Так, Ури подключился в ТикТок. Итак, друзья, ну-ка, вы скажите, когда я вам надоем, я пойду по своим делам. Я разделяю вашу позицию по войне в Украине. Вижу, что вы умный и образованный человек. Дуже дякую. Спасибо. Песня станет реальностью. Украина відкрала кордоны, Красна площадь, теперь полигон. Дай Бог, Милана, дай Бог. Ничего, Дион. Они хотели замочить нас в сортире. Но мы наблюдаем, как их будут мочить в сортире. Я очень надеюсь, что Путина не убьют. Я очень надеюсь, что его возьмут в плен, арестуют, точнее, плен брать нужно быть хотя бы военным. А это просто гнида, которую с Патрушевым возьмут в плен и в национальном американском суде будут судить этих двух особо опасных террористов. Я очень на это рассчитываю. Живыми. Я хочу, чтобы вы взяли живыми. Интересно, ты дякаешь, тут сидишь, сколько в день молишься. Ой, я опять забыл и прочитал тебя, Фея. Ты такая тупая. Так. Я восхищаюсь чеченским народом и до сих пор смотрю видео с Джохаром Дудаевым. Он великий человек. Да, именно так. Спасибо большое. Именно Джохар был реально очень умным и без преувеличения, можно сказать, великим. К сожалению, Воронеж так и останется под бандой КГБ. Да, Южная степь, я думаю, да. Воронежская область, парад до родной гавани. Да, кстати, нужно подниматься. Нужно. Кремлю надо не до Воронежа. Все дружно переключились на Иркутск. Аслан, тебя можно слушать сутками. Я отдыхаю, смотря твой эфир. Договорились, Амзат. Все. Марафон сутки. Я планировал, когда будет мобилизация, сделать марафон. И не увидел активности. Вокруг все как-то замолчали. Я рассчитывал, что у нас дома будут какие-то волнения. Но это пока энергия накапливаемая, она вот-вот выстрелит. Да, так выстрелит, что развалины останутся от террористов из КГБ. Развалим парашку, и нигде не будет банды КГБ. Да, Файтер, это будет супер. Путин и Патрушев мочат в сортире Чештане. Аслан, да уж, ты нам надоел, сам веришь в это. Ну, мало ли, босса, мало ли. Спасибо вам за эфир. Не за что, фрикачика. Фрикачика, если я правильно прочитал. Гутен Абеншац. О, Германия, ты вернулась? Ты запоздала, я тут уже долго общаюсь. Так, кстати, насчет 90... Так, Фею не читаем. Ассаламу алейкум, раматуллаху баракату. Алейкум ассалам. Что-то 95-х региончиков нету. Они сменили, что ли? Критика так повлияла. Так, пойдемте дальше, друзья.
Добрый вечер, добрый тигр, добрый. Тема как обычно. Тема как обычно. Стрим сегодня называется «Путин с Патрушевым будут замочены в сортире». Как тебе, Германия, такая тема? Нормально? Путин с Патрушевым, который 30 лет, 25 лет назад, 23 года назад мочили чеченских детей в сортире, теперь сами будут замочены в сортире. Ассаламу алейкум, Аслан. Аслан, ва алейкум ассалам, ашвой. Так, послушайте, что говорит она, очень интересно, похоже на ФБК, потому что после объявления Ленды люди сели у телевизора и смотрят без требования, это никто не вызывает, люди гибнут. Так, с каждым успехом украинцев я вижу, как у русскоязычных падает настроение, как будто у них уходит почва из-под ног. Знаете, что самое им неприятное? Что именно украинцы, те, кто их побеждает, вот что самое. Они будут говорить про НАТО, они будут... Вот это имперство, да, они всегда, украинцы были, ну, можно сказать, вторыми в фашистской России. На должностях их более-менее нормальные назначали. Ну, конечно, нужно было доказать, что ты русский больше, чем они, и так далее, и так далее. И было такое пренебрежение, такая конкуренция была с украинцами. И пренебрежение, соответственно, да, как бывает, соседи друг на друга разные там анекдоты придумывают, народы соседские. Вот приблизительно то же самое было. А Россия это имперская страна, с имперским менталитетом, который на всех всегда вешает ярлыки разные. И вот таким образом украинцы были такие, украинцы способный народ, плюс когда вас давят, у вас больше мотивации появляется, в отличие от русских, которых никто не давил, и они как бы хозяева, можно сказать, положения были. Ну и увы и ах, теперь Украина бьет, и это так обидно, я просто представляю. Также было, знаете, очень интересно наблюдать в разных русских пабликах, когда судили Вадима Красикова, путинского русского террориста, который убил здесь чеченца Зелимхана Хангашвили. Так вот, ненавистной немецкой тюрьме русский террорист будет отбывать всю свою жизнь и выполнять немецкие команды. Аслан, брат, ты делаешь большое дело. Веди эфир, сколько силы и время позволяет. Ты нужен многим людям. Многие получают от тебя информацию, знания, позитивное настроение. Так держать. Дуже дякую, Файтер Израиль. Спасибо большое. Кто на меня наехал, тот может смертельно разбиться, говорит Фрея. Так, переходим к комментариям в ТикТок. Добрый вечер, Федор Бочка. Добрый. Тем дикнагю Далмула. Хочу сказать слава Ичкерии. Героям слава, дуже дякую. Почему пропускаешь мои сообщения? Фей, я тебя читать не буду. Ты тролль. Тем дикю Аслан. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам за добро. Машволь. Аслан, вам желаю всего хорошего. Спасибо, что вы всегда говорите правду. Спасибо, Тигр. Спасибо большое. Мне больно и стыдно, сколько выходцев из моей Украины ОПГ Кремля. Да, к сожалению, да. И, ну, если честно, тот, кто не видит... Так, Фая, ты так много пишешь, что... Дикаю это... Германия, ты что это такая? Да? Нельзя так. А ведь могу это... Наказать, да. Свободу, Ичкерии. Свобода. Дуже дякую, Владимир. Украина будет свободной. Ичкерия тоже будет свободной. Дай Бог. Обязательно. Мы в этом нисколько не сомневаемся. Хотя нашу уверенность усиленно пытаются подорвать. Но у них ничего не получится. Да. Знаете, мне понравилось, бывают такие фразы какие-нибудь,
которые вам запоминаются навсегда. Ну, какие, может это быть там целая там конференция и какая-нибудь брошенная какая-нибудь фраза, она запоминается вам как итог всего, что там было. Так вот, несколько лет назад в Берлине у нас тут была одна конференция, и а, к нам туда приезжала, по-моему, чешская правозащитница в Берлине у нас тут. И произошло, она рассказывает про чеченцев, с которыми она общается, или с Польши она была, или с Чехии, вот я могу сейчас ошибаться. И она говорит, а это было года 2-3 назад, наверное, было. Ну, когда чеченцы, ну, нас, ну, считали, ну, скажем так, дураками, ичкерийцев, и меня считали дураком. И сейчас некоторые считают. Но неважно. Так вот, а, она говорит, выступает и говорит, что она общается, дружит с чеченцами, вот эта правозащитница говорит, и я обратила внимание, она говорит, на чеченцев, она психологический портрет чеченцев рисует, что чеченцы находятся, вот те, кто воевал, перенес там трагедию, там все такое, они находятся как будто в замороженном состоянии. Вот уже 20 лет прошло, говорит. Ну, это, наверное, как раз было где-то года 3 назад, как раз 20 лет. И чеченцы вот ничего не хотят менять, их страна оккупирована, не хотят двигаться дальше. И вот вся эта конференция, там были и российские правозащитники, и журналисты, и, там, и разные подхолопные были, ну, немецкие, я подозреваю. И мне вот это запомнилось. И это самое главное. Это говорит о том, что мы не меняемся, мы никогда не отступим от своих взглядов. Да, когда вас убивают, вас пытают, вы не обязаны идти, там, я не знаю, на смерть только лишь потому, что кому-то это нравится или кто-то хотел бы, чтобы мы так красиво сражались или умирали и так далее. Нет. Но мы никогда не смиримся. Никогда мы не смиримся быть под оккупацией фашистской России. Под чьей-либо вообще оккупацией. Под чьей-либо вообще. А фашистская Россия нам столько горя и зла принесла, что на этой земле нету ни одного народа, который бы больше перенес страданий, чем чеченский народ перенес от фашистской России. Вот как-то так, Дем. Так, давайте к комментарию перейду в ТикТок, потом в Ютуб. Так, ассаламу алейкум, Асас Алматы. Ва алейкум ассалам, профессор Преображенский. Так, ты в Берлине? Так. Так. У тебя флаг Америки. Ты просто очень хорошо разбираешься в флагах. Ты его сразу заметил и узнал. Аслан во время войн принимал участие. Ты принимал, профессор, участие? Золотые слова. Мне еще крымских татар очень жаль. Да, конечно, крымские татары также очень-очень много перенесли. Много, я когда говорю, что мы самые перенесшие, я это не говорю, что только мы единственные. Я прекрасно знаю, что творила советская власть, царская власть и с украинцами. Миллионы морили с голоду, убивали, сжигали, расстреливали. Мы все это знаем. Бесспорно. Бесспорно. Так, переходим в YouTube. Всю ересь, которую выдавал через свое грязное ротовое отверстие, Путин и Патрушев бумерангом возвращается к этим иудам.
Почему сюда лезут? Так, это я не буду зачитывать. Так. С ума сойти. Все, так. Так, друзья, мы уже 1,5 часа в эфире. Я так думаю, вчера я почти 3 часа вел стрим. На этом я свой стрим заканчиваю. Как раз тут уже эти тролли подтянулись. На этом я закончу свой стрим. И здесь в ТикТок, и здесь в YouTube. Всего самого хорошего. Все отлично, друзья. Ну, кроме того, что идет война, и мы на войне. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Оэль. До свидания, друзья. Спасибо, Милан. И вам спасибо, что смотрели, поддерживали. И за лайки всем, кто ставил лайки, отдельное спасибо, друзья. Так. Выключил. Так, ТикТок выключил. Так, Дейрис Хедасан, спасибо за трансляцию. Пожалуйста, Файтер. Тролли, 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 вы сам тролль, взрослый вроде человек. Чебурашка, говорит. Ну, хорошо. Ладно, всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Оэль.